Всем привет, шаянчики! Вы на волне самого классного эфира Шаян Шортс. Здесь только самые огненные новости и отличное настроение. Погнали залипать! Ну и первая тема про лед, музыку, огонь и нереальные трюки. Стоп. Это же не мои фантазии. Это реально было в Казани. Легендарный Илья Авербух закатил свое шоу. Винтерфест – это просто нереально! Смотрим! Всем привет! Это Шаян Шортс, и я официально заявляю, что зима в Казани просто огонь, так как сегодня в парке Черное озеро проходит Winterfest Илья Авербуха, фестиваль, где реально плавится лед от крутости. Тут все, как мы любим. Горячий чай, музыка, движ и каток. Не знаю, как вы, а я побежала за чаем. Девочки, а можно и мне чай? Спасибо. Уже с 12 часов здесь работает зона активности и розыгрыши подарков. На кого вы пришли сегодня посмотреть? На крутое шоу и вообще сама фигуристка. Фигурное катание – это спорт или это все-таки развлечение? Это однозначно спорт, потому что достаточно видеть, какие усилия прилагают спортсмены во время тренировок. Что зимой в Казани сделать легче, трюк на льду или удержать равновесие? Я думаю, трюк на льду. А днем здесь прошел мастер-класс от человека, который знает про лед все. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России Илья Авербух. Я тоже думала записаться, но тройные тулупы только у меня в мечтах. Что сложнее, прыгнуть четверной прыжок или встать рано утром на тренировку? Я думаю, все равно четверной прыжок прыгнуть сложнее. Если бы вы не стали фигуристом, кем бы вы были? Я был бы дальнобойщиком. Бывает ли такое, что чемпионы боятся льда? Ну, конечно, они боятся ошибиться на этом льду. А какой самый странный совет вам давали в детстве на тренировке? Сложный вопрос. Не давали. Не могу сообразить, давай. А что вы можете пожелать для телеканала Шаян ТВ? Верьте в себя, верьте в свои возможности, верьте, что вы можете дальше двигать планету и при этом действуйте. Вот и началось то самое ледовое шоу, ради которого мы здесь все собрались. На лед вышли олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, а также звезды танцев на льду, чемпионы мира и даже артисты ледового цирка. Winterfest уже проходит 3-й раз подряд. И, конечно же, объединяет города, спорт и, конечно же, нас. Ну а вы приходите на Черное озеро с друзьями и с коньками. А с вами была Асель. Пока-пока! Ну что, готовы к новой премьере? А Пуш готовит нечто невероятное. Спектакль, который взорвет ваши эмоции. Наши корреспонденты уже успели побывать там, заглянули за кулисы, поговорили с юными актерами и, конечно же, познакомились с премьерой. Готовы? Погнали смотреть! В этом году исполняется 140 лет с рождения великого Габдуллы Тукая. План мероприятий, посвященных великому поэту, обширен. А открыли этот год апушевцы со своей премьерой «Тукай. Прощение». В фойе Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева буквально яблоку негде было упасть. В спектакле принимают участие 32 юных артиста, занимающихся в культурном центре «Московский». Этот спектакль мы начали готовить еще в том году. Некоторые песни, некоторые связки из танцев мы учили еще к нашему экзамену. Первый раз пьесу мы прочитали 6 октября. Я этот день никогда не забуду. Это незабываемые эмоции, которые будут преследовать меня всю жизнь. Каждая
премьера для нас это большой праздник. В этом спектакле я играю маму Габдуллы Тукая, и я очень волнуюсь. Это для нас очень большой опыт и большой шаг вперед. Психологическая драма основана на произведении Габдуллы Тукая «Мои воспоминания». Автор пьесы – писательница Галюсапа Батталова. Какой след оставляют в душе ребенка его детские обиды? Закаляют ли они его или, наоборот, уничтожают? В спектакле дан ответ на достаточно сложные вопросы. И мне кажется, это очень важно, когда ты отпускаешь все эти обиды на родителей, на этот мир. И с гордо поднятой головой, с любовью в сердце идешь по жизни вперед. Одно дело прочитать автобиографическую повесть Тукая, и совсем другое увидеть это все со сцены. Спектакль никого не оставит равнодушным. От всей души рекомендую. Слушай, Юлиана, а ты когда-нибудь думала, что искусство может быть не только на холсте, но и в виртуальном пространстве? Это как? Это как в игре, где ты сам создаешь свой мир. Совсем недавно в Казани прошла выставка цифрового искусства. Звучит как контент на 1 миллион просмотров. Погнали чекать, как цифры захватывают галерею. Кажется, я попала в лабиринт. Искусственный интеллект везде, даже в искусстве. А я нахожусь на выставке цифрового искусства «Страна. Связь технологий», которая объединяет художников со всего мира. Посмотрите на эти невероятные картины. Каждый художник использует свои уникальные инструменты, генеративную графику и нейросети. Это значит, что искусственный интеллект помогает им создавать искусство. А здесь родные пейзажи, которые соединяются с цифровым миром. Это так круто, потому что технологии и природа работают вместе. А вот и переосмысленные образы древности. Художники берут идею из прошлого и создают нечто совершенно новое. Удивительно! Мне этот зал понравился больше всего. А это точно картина? И помните, искусственный интеллект – это не только технологии, но и искусство. А сейчас время самого мимимишного сюжета. На связи наш специальный бэби-корреспондент Шортик! Всем привет! С вами Шортик! Ловите новости! Продленка в садиках. Поступило предложение продлить время работы детских садов до 20:00. Кажется, родители будут рады. А дети? Как думаете? Школьные новости. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы повысились по 6 предметам. Теперь уж точно придется учиться еще усерднее. Новости кино. Фильм «Чебурашка» бьет рекорды по просмотрам в кинотеатрах. А вам нравится этот персонаж? Кстати, о Чебурашке. В интернете завирусилось видео с ним. Там он посещает знаковые места столицы Татарстана. Забавно, правда? Новости о погоде. В эти выходные у нас очень похолодает. Так что не забываем шарфы и перчатки. Одевайтесь теплее и будьте здоровы. Всем пока! На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. Оставайтесь на волне Шаян Шортс. Пока-пока!